Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. В Маджлисе Намояндагон, Маджлисе Оли Республики Таджикистан состоялось очередное заседание третьей сессии Маджлисе Намояндагон 6-го созыва под руководством председателя Маджлисе Намояндагон Махмадтоира Зокирзода, на котором депутаты обсуждали проект закона Республики Таджикистан о государственном бюджете республики на 2022 год, а также прогноз показателей госбюджета на 2023-2024 годы. В ходе обсуждения вопроса председатель комитета Маджлиса Намояндагон по экономике и финансам Машраб Файзулло и министр финансов Республики Таджикистан Файзидин Кахорзода заявили, что проект закона республики о государственном бюджете Таджикистана на 2022 год и прогноз показателей госбюджета на 2023-2024 годы представлен правительством Республики Таджикистан для рассмотрения в Маджлисе Намояндагон, Маджлисе Оли. В разработке государственного бюджета прежде всего учитываются приоритетные цели, изложенные в послании лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона Маджлисе Оли Республики Таджикистан от 26 января 2021 года, также поручения и указания на встречах с представителями общественности, протокольные рекомендации, предложения правительства Республики Таджикистан, другие постановления и программы правительства, а также рекомендации и предложения депутатов Маджлисе Намояндагон, Маджлисе Оли Республики Таджикистан и ходатайства местных исполнительных органов государственной власти. Направление учета доходов госбюджета на 2022 год запланированы на основании нормативно-правовых актов, регулирующих налоговые, неналоговые поступления и гранты. Ежегодно госбюджет реализуется в рамках показателей, целей и основных приоритетов стратегии, госпрограмм Республики Таджикистан и реального развития национальной экономики и национальной стратегии развития республики на период до 2030 года. В процессе составления госбюджета Таджикистана на 2022 год объем внутренней валовой продукции по фактическому росту составил 7,9%. В сумме это 103,9 миллиардов сомони. Индекс дефлятора ВВП равен 3,4%. Общий объем доходов госбюджета Республики Таджикистан на 2022 год составил 33 миллиарда сомони, что равняется 31,7% валового внутреннего продукта. Доходы бюджета по сравнению с 2021 годом составили 19,4%. Это больше на 5,3 миллиарда сомони. В 2022 году доход республиканского бюджета запланирован в размере 12 миллиардов сомони, что по сравнению с 2021 годом больше на 1 миллиард 465 миллионов сомони. Общий объем расходов государственного бюджета на 2022 год за счет всех источников финансирования запланирован на 33 миллиарда 626 миллионов сомони и таким образом составляет 32,3% от валового внутреннего продукта, что больше по отношению к госбюджету в 2021 году на 5 миллиардов 517 миллионов сомони. Проект закона соответствует статьям 1, 17 и 60 Конституции Республики Таджикистан, Закону Республики Таджикистан о государственных финансах Республики Таджикистан и требованиям законодательства Республики Таджикистан. На заседании также был рассмотрен проект программы государственного внешнего кредитования Республики на 2022 год, прогноз показателей на 2023-2024 годы и проект закона Республики Таджикистан о птицеводстве. По всем обсуждаемым вопросам были приняты соответствующие решения. Ну и главной теме – флаг, символ самобытности и единства таджикского народа. Вот под таким громким девизом в Душанбе прошло торжественное мероприятие в честь Дня государственного флага Республики Таджикистан. Празднование Дня государственного флага, которое проходит по непосредственной инициативе основателя мира и национального единства нашего лидера, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, ежегодно 24 ноября
считается уникальным и ценным для народа страны. Ежегодно жители Душанбе тепло встречают этот радостный день. Сегодня в Душанбе в честь Дня государственного флага Республики Таджикистан состоялось торжественное культурное мероприятие под названием «Флаг – символ самобытности и единства таджикского народа». Данное мероприятие было инициировано исполнительным органом государственной власти города Душанбе. В нем приняли участие представители правительства и исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, руководители министерств и ведомств, высших учебных заведений, спортсмены, победители республиканских и международных конкурсов и другие жители и гости столицы. На церемонии открытия было отмечено, что жители столицы поддерживают конструктивную политику лидера нации и будут впредь работать на процветание города и стремиться к его дальнейшему развитию. Государственный флаг является символом единства и солидарности, национальной самобытности и лучшим средством воспитания подростков и молодежи в духе гордости за национальную государственность и защиты исторических и культурных ценностей. День государственного флага Республики Таджикистан официально отмечается с 2009 года указом президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Флаг наряду с другими национальными святынями, Конституцией, государственным гербом и государственным гимном является одним из символов государственности, свидетельствующих о существовании нации и единого государства. Отметим, что в 2011 году по инициативе и под непосредственным руководством президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в канун 20-летия независимости Республики Таджикистан в Душанбе был поднят государственный флаг, на тот момент на самый высокий флагшток в мире, высотой 165 метров, и занесен в Книгу рекордов Гиннесса. На мероприятии молодые активисты провели акцию в честь государственного флага, и флаги были розданы всем гостям и участникам. Также на радость участникам была проведена грандиозная концертная программа. Также в честь Дня флага во всех городах и районах нашей страны проходят мероприятия, посвященные этому празднику. Это конкурсы, викторины, научные конференции, спортивные мероприятия. Ведь государственный флаг олицетворяет политические и культурные ценности, национальные идеи и наши цели. Государственный флаг Таджикистана имеет особое значение в процессе воспитания людей в духе национального патриотизма. Именно под этим флагом наш народ смог не только пережить множество трудностей и препятствий, но и вывести страну на этап экономического развития. Об этом говорилось на форуме, посвященном Дню государственного флага в филиале МГУ имени Ломоносова в Душанбе. На мероприятии рассказали об истории флага, его сущности и исторической роли в таджикском государстве. Было отмечено, что празднование Дня государственного флага можно назвать праздником повышения национального самосознания, самопознания и чести каждой патриотической личности таджикского народа. Флаг имеет объединительную миссию и силу, ибо он олицетворяет политические и культурные ценности, национальные идеи и цели. Государственный флаг объединяет жителей страны на арене созидания и благоустройства суверенного Таджикистана и укрепляет национальное чувство, патриотизм и национальное самосознание. Уважение и почитание флага означает уважение и почитание древних исторических, культурных и духовных ценностей нации. Человек, который постоянно читает книги, приобретает знания, интеллект, становится более грамотным, а также обогащает свой словарный запас, расширяя мировоззрение. Чтение книг является фундаментом формирования полноценной личности. На книжной ярмарке, организованной в Душанбе, читателям был представлен широкий спектр недавно изданных произведений поэтов и писателей современной таджикской и мировой литературы. Регулярное чтение книги играет ключевую роль в улучшении мышления, интеллекта и словарного запаса каждого человека, особенно молодого поколения, и укрепляет основу обучения. Следуя инициативам лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, с целью привлечения молодежи к чтению, в Душанбе управление издательств, полиграфии и печати Министерства культуры организовало книжную ярмарку. Это важное образовательное мероприятие еще больше пробуждает интерес молодежи к чтению. На выставке были представлены недавно
недавно изданные книги художественной литературы, романы, рассказы и стихи писателей таджикской и мировой литературы. Большое количество любителей книги, особенно школьников столичных общеобразовательных школ, студентов и широкой публики, жаждущих науки и знаний и заинтересованных в поиске новых книг, приняли участие в образовательном мероприятии и приобрели различные произведения. Следует отметить, что в период обретения страной независимости государства и правительства Республики Таджикистан уделяют особое внимание повышению интереса широкой общественности к чтению, образованию, истории и цивилизации таджикского народа и созданию библиотек. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий на нашем канале в 20:30. Будьте здоровы!